Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Крым начал поставки газа в украинский Геническ. $1 600 000 рублей выделено жителям Евпатории для завершения строительства индивидуального жилья. Как развивается международная журналистика в современных условиях и выживут ли печатные СМИ? Крым начал поставки газа в украинский Геническ. С отсутствием голубого топлива в отопительный сезон город сталкивался и прошлой зимой. Но в течение года украинская власть так и не решила эту проблему. Подача газа в Геническ организована по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов передал просьбу местных жителей. Открываем. Докладываю, газ пошел. В субботу вечером началась поставка российского голубого топлива из Крыма в город Геническ. После осуществления всех необходимых технических и регламентных работ главный инженер управления магистральных газопроводов Черноморнефтегаза открыл кран. Мы сейчас находимся на газоизмерительной станции село Чайкино, которая подает газ на Украину. Жители Геническа обратились к президенту России обеспечить их газом. Обращение населения украинского города передал президенту страны глава Крыма Сергей Аксенов. После заседания Госсовета в Ярославле Владимир Путин распорядился вновь помочь с поставками газа в Геническ, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Ситуация, поскольку там критическая, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки. Вот докладываю на ваше решение. Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это понятно, но тем не менее помочь нужно, так что сделать. Это уже не первый раз, когда Россия помогает украинскому городу в отопительный период. Аналогичное распоряжение президент давал и прошлой зимой. В этом году поставки газа начались заранее, до наступления сильных холодов. На Черноморнефтегаз пришло официальное обращение от компании «Пласт», которая являлась оператором и в прошлом году поставляла газ в Геническ. То есть, соответственно, у нас все официальные документы есть. Это не какая-то постановочная акция. На самом деле, то есть, все знают, что прошлый год как раз Геническ не замерз только благодаря решению нашего руководителя. Геническ располагается на берегу Азовского моря. Население 25 тысяч человек. Ранее украинские телеканалы сообщали, что Геническ остался без газа. Люди уже несколько дней мерзнут в своих квартирах. Возникает закономерный вопрос. Почему власти Украины не позаботились о своих же гражданах? 5-10 градусов мороза. И давление буквально падает. На 4-м этаже у нас газа уже нету. Если первый этаж еще пользуется газом, то 4-й, 5-й этаж, все, мы этого газа не видим. Только морозит чуть-чуть, все, до свидания. Газа у нас нету. В этом году вообще не было мороза. Ветер задул, опять мы без газа. Выключили на неделю. У нас зимой по-любому не будет газа. У нас не будет его. И мы в тупике. О том, что Генический район снова может остаться без газа, Киев знает и сейчас. Но заключать договор на поставку российского газа не собирается. Сергей Аксенов отметил, что задолженность украинской стороны перед Черноморнефтегазом за поставленный газ в прошлом году составляет около 18 миллионов рублей. В свою очередь, власти Украины пытаются скрыть истинное положение вещей. Факт поставки голубого топлива из Крыма тщательно пытаются опровергнуть в украинских СМИ. Понятно, официальные органы власти Украины платить не собираются. И открыто говорят, что им, в принципе, эта проблема их не волнует, она их не интересует. Хотя, не понимаю, как может не волновать руководство Украины проблемы жителей, которые живут на приграничных территориях. Слава богу, наш президент решение принял правильное и мудрое. А в данном случае сегодня все необходимые технические действия выполнены, все работники Черноморнефтегаза на местах. Председатель организации «Хором Легаси» Тумер Неметулаев возглавлял администрацию Генического района до переворота в Киеве. Потом переехал в Крым. Рассказывает, что ранее поставками газа в ряд украинских городов занимался Черноморнефтегаз. В последние же 2 года в Геническе появилась острая проблема газоснабжения. Руководство Херсонской области начало предупреждать местных жителей, что газа не будет. Посоветовали заготавливать дрова, буржуйки и обогреватели. На самом деле в Геническом районе село Стрелковое, в море есть месторождение и стоят эти вышки. Этого газа недостаточно. То, что они сегодня берут, летом оно еще как-то людям хватает. Когда начинается отопительный сезон, всегда подключались с хранилища Черноморгаз. У меня постоянно 2006 год, 2007, 2008, по 2013 год включительно. Всегда мы заключали договор между Черноморгазом. Спасибо этой организации, всегда вовремя газ давали.
и газовая служба Херсонской области работала исключительно на оценку 5. Сергей Аксенов рассказал, что газоснабжение Крыма не пострадает от поставок голубого топлива украинскому Геническу. Объемы поставок не превысят 500 000 кубометров. Газ в город будет поставляться без перебоя. Объемы будут подаваться в зависимости от погоды. Поставки газа в Геническ, как и в начале года, осуществляются без всякого договора. Заплатит ли Украина за этот газ, неизвестно. Айше Шулакова, Энвер Аблязиз, телеканал «Миллет». Сегодня стало известно, что лидер социалистов Игорь Додон побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии, набирая 52,98% голосов после подсчета 99,23% протоколов. В полночь по местному времени он объявил, что стал президентом для всех граждан Молдавии. В Болгарии победу одерживает оппозиционер генерал Руман Радев, выдвинутый инициативным комитетом возглавляемой партией социалистов БСП. Отмечают, что в Молдавии и Болгарии победили кандидаты, которые ориентированы на сближение с Россией и, соответственно, проиграли кандидаты, ориентированные на Запад. Такой выбор сделали молдавские и болгарские народы. Задержанные в Севастополе украинские диверсанты Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов в ходе допроса признались, что состоят на службе в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ходе допроса Дмитрий Штыбликов рассказал, что является военнослужащим Украины с 1992 года, а с 1998 года состоит на службе в Главном управлении разведки Минобороны Украины. На момент задержания его сотрудниками ФСБ Штыбликов служил в должности начальника оперативного направления отдельной группы морского разведывательного центра ВМС Украины в звании полковника. Сведения передавались через интернет с помощью полученной мной программы шифрования в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Программа шифрования для использования системы интернет. Четкого графика не было, но раз-два в неделю передавались обязательно. Денежные средства передавались мне моими кураторами при посещении материковой Украины. Разведывательные цели были изучение сбора сведений о частях Черноморского флота, находящихся на территории Крыма, изучение внутриполитической обстановки, в том числе деятельности национальных организаций, крымско-татарских, казаческих и других. В свою очередь Алексей Бессарабов признался, что с 2008 года является офицером действующего оперативного резерва 14-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины и имеет звание подполковника. В 1999 году закончил Севастопольский военно-морской институт имени Павла Степановича Нахимова по специальности артиллерийского вооружения надводных кораблей. В 2008 году второе высшее образование, закончил Киевский институт имени Тараса Шевченко по специальности журналистика. После окончания военного училища службу проходил на на должностях референта, старшего референта информационно-технического отдела морского разведцентра ВМС Украины, город Одесса. После этого офицер отдела специальной разведки, разведуправления штаба ВМС Украины. С 2008 года являюсь офицером действующего оперативного резерва 14-го департамента ГУР Украины. 1 600 000 рублей выделено жителям Евпатории для завершения строительства индивидуального жилья. Это единовременная материальная помощь, которую могут получить семьи инвалидов Великой Отечественной войны, участники боевых действий, многодетные семьи и имеющие в составе семьи инвалидов первой или второй группы. Наша съемочная группа пообщалась с теми, кому будет предоставлена помощь, и узнавала о том, на что жители потратят выделенные средства. Реслин Ибраимов – инвалид второй группы. Несколько лет назад в его доме случился пожар. После этого проживать в своем доме стало невозможно, так как вместо потолков висят простыни, а вместо полов постелены коврики. Пенсия в размере 8 000 хватает только на проживание. Строить дом не позволяет здоровье. Семьи у Реслина Ибраимова нет. Он надеется на помощь, чтобы немного улучшить жилищные условия. При Украине на возмещение материального ущерба назначили 600 гривен. Но я отказался, 600 гривен это мало было для восстановления дома. Света нету, газа нету, холодные стены.
Помощь на завершение строительства получит и семья Абкаимовых. Лиман Абкаимова рассказывает, что ее старший сын Рустем и невестка инвалиды второй группы. Семья проживает в маленьком доме без санузла. На предоставленные средства планируют приобрести стройматериалы. Мой сын живет в маленьком доме. Вот начали помогать сыну. Хотим достроить дом, помочь ему. Еще один житель Евпатории Суинбекиров вскоре также станет обладателем материальной помощи. После переезда в Крым он с семьей снимал квартиру и одновременно строил дом. Затем Суинбекиров потерял жену. У него резко ухудшилось состояние. Он инвалид первой группы. Сейчас достроить дом и улучшить условия Суинбею не позволяет здоровье. Обратился к Ильмару Ильичу и попросил помощи, чтобы доделать вот это вот, немножко себе создать чуть условия, потому что я инвалид первой группы. Полов нету. Штукатурка, вон все сыпется, надо заново штукатурку делать, это все. Нету ни бани, туалета нету. Удобств нету вообще таких. Теслиме Халилова переживает за своих внуков. Ее сын Ильдар Халилов – отец 3 детей. Многодетная семья проживает в недостроенном доме. 24 года живем, работаем, строимся. Днем и ночью мои дети работали. 15 лет я смотрела их детей, чтобы они зарабатывали деньги. Пол и потолок у нас еще не готов. Канализации нет, на улице туалет. Вот так и живем. Заместитель главы администрации Евпатории Эльмар Мамбетов заявил, что на сегодняшний день на получение материальной помощи обратились 39 заявителей. В каждую семью была направлена комиссия и проведена проверка. В целом 1 миллион 605 тысяч рублей в этом году будет распределен для оказания материальной помощи на завершение строительства. Мы понимали, и комиссия, и я как председатель понимали, что в целом у нас с 39 заявителей есть льготные категории граждан, поэтому первоочередным списком мы рассмотрели тех людей, которые относятся к статусу участников Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй группы, многодетные семьи. Остальные все получат материальную помощь в порядке очередности. О результатах комиссии мы сообщим гражданам, и все граждане, которые будут претендовать на получение материальной помощи, будут приглашены для того, чтобы подписать соглашение. Как подчеркнул Эльмар Мамбетов, все заявители в порядке очередности получат материальную помощь, так как сейчас продолжаются комиссионные выезды, составляются акты обследования жилых помещений для того, чтобы сформировать заявку на следующий год. Султания Ситакаева, Энвер Абледис, телеканал Миллет. Авария с участием автомобиля Mitsubishi L200 и Geely Emgrand произошла в субботу на трассе Феодосия-Симферополь в селе Чернополье Белогорского района. По информации пресс-службы ГИБДД по Республике Крым, в ДТП пострадали 7 человек, в том числе 3 детей. У 3-летнего ребенка врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, подозрение на перелом левого бедра, ссадины головы. 5-летний ребенок в аварии получил также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней трети левой части кости. 8-летнего ребенка доставили в больницу с травмой и обширной раны головы, сотрясением. Еще у 2 пассажиров Geely, а также и у пассажиров второго автомобиля многочисленные травмы. Все они госпитализированы. В Государственном совете Республики Крым под председательством Евгении Добрыни прошло заседание Комитета по имущественным и земельным отношениям, в ходе которого депутаты рассмотрели ряд поправок в закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым. Целый ряд вопросов повестки дня был посвящен вопросам согласования передачи государственного имущества в муниципальную собственность. Члены комитета обсудили поправки в закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым. Что все объекты недвижимости не будут оформляться, это имеется в виду большие здания, сети и так далее, они будут оформляться по декларации, а в случае, если объектом недвижимое имущество будет выступать конкретное помещение, то есть тот или иной объект, квартира, то будет предоставляться выписка из реестра муниципального имущества, выданная на основании пункта 2, части 1 статьи 2 настоящего закона. То есть, в принципе, такая же самая процедура, как и для имущества Республики Крым, она предлагается сейчас для муниципалитета, что позволит решить массу задач на нижестоящем уровне, поскольку многие объекты недвижимости фактически не имели правоустанавливающих документов. И в связи с этим они не могут пойти по длительной процедуре, поскольку это напрямую еще влияет, кроме этого, на осуществление нами процедуры приватизации недвижимого имущества.
В Крыму началась работа по подготовке мероприятий ко Дню памяти жертв крымчаков и евреев Крыма, жертв нацизма. Ежегодно памятные мероприятия проходят 11 декабря в Симферополе и в Симферопольском районе. Эта дата осталась в перечне памятных дат республики после воссоединения Крыма с Россией. На заседании рабочей группы присутствовала и наш корреспондент София Шукурова. За круглым столом собрались представители национально-культурной автономии евреев и крымчаков, представители Дома дружбы народов и руководства Госкомнадза. Великая Отечественная война вошла в каждый дом, и ее последствия коснулись всех народов Крыма. Одной из трагических страниц Великой Отечественной войны является массовое уничтожение малых народов Крыма в декабре 1941 года. Наш долг, наша обязанность эти даты помнить. Сегодня мы готовимся к мероприятиям, они будут проходить непосредственно на месте событий, траурным митингом, будут проходить научно-практические конференции. Сегодня мы готовить будем фильм об этих событиях, будут специальные выпуски в средствах массовой информации, поэтому наше поколение подрастающее, конечно же, должно помнить и никогда не забывать об уроках истории, о том, к чему приводит нацизм. Сегодня, к сожалению, делаются попытки возрождать эту идеологию. Конечно же, мы будем пресекать всячески на корню любые попытки каким-то образом переписывать историю, любые попытки реанимировать вот ту идеологию, которая нанесла такой огромный ущерб человечеству. Традиционно 11 декабря проводятся памятные мероприятия на 10-м километре трассы Симферополь-Феодосия. Этот день является большой трагедией для евреев, крымчаков, цыган и советских моряков, которые 11 декабря 1941 года были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Расстрелы продолжались несколько дней. Было уничтожено более 18 тысяч мирных граждан. Это дата, когда в 1941 году 11, 12, 13 декабря фашистами были расстреляны около 18 тысяч человек, евреев, крымчаков, цыган, пленных моряков на 10-м километре трассы Симферополь-Феодосия. Там был противотанковый ров, и немцы его использовали как место расстрела. Еще есть свидетели этих страшных дней, но их с каждым годом все меньше и меньше. Для малочисленного крымчакского народа расстрел 11 декабря стал катастрофой. Было уничтожено более 80% всего народа. С 9 по 11 декабря всех крымчаков выводили, собирали на улице Студенческой, 12, это было гестапо. Их гнали туда, 3 дня вот был этот сбор. И они 3 дня там просидели. И 11 декабря были подогнаны машины, и люди были вывезены на 10-й километр Феодосийского шоссе. Уничтожено там было 80% нашего народа. Если до войны нас было где-то 10-11 тысяч, то после войны осталось всего 3 тысячи крымчаков. Живых остались только те, кто успел эвакуироваться, и те, кто воевал на фронте. С 2004 года 11 декабря в Крыму утверждено как День памяти крымчаков и евреев. В первые годы послевоенного периода на месте массового расстрела был установлен памятник жертвам нацизма. И ежегодно крымчаки и евреи Крыма возлагают цветы к памятнику и отдают дань погибшим в годы войны. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Вчера в Орджоникидзе города Феодосии сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым был зафиксирован пожар в частном жилом доме. К месту происшествия немедленно были направлены дежурные подразделения. По прибытии к месту вызова стало известно, что пожар произошел в одной из комнат, расположенной на 1-м этаже частного жилого дома. Почувствовав запах дыма, жильцы самостоятельно покинули свой дом. Личный состав оперативно приступил к тушению огня. Как развивается международная журналистика в современных условиях и выживут ли печатные СМИ? На эти и другие вопросы сегодня впервые крымские журналисты, представители пресс-служб и студенты смогли спросить у декана факультета международной журналистики МГИМО, кандидата социологических наук Ярослава Скворцова. Тренинги такого уровня от пишущего декана одного из лучших университетов страны проводятся в Симферополе, пожалуй, впервые. Это была даже не лекция, а интересная беседа с аудиторией. Каждый смог задать вопрос, либо поделиться своим мнением. Например, выживут ли печатные СМИ? Этот вопрос актуален еще со времен фильма «Москва слезам не верит», где герой Рудольф утверждал, что газеты и журналы изживут свой век и перестанут существовать. Участники тренинга, напротив, убеждены, что его мнение ошибочно. Задача газет, задача печатных СМИ сегодня заключается в том, чтобы именно
ну как это сказать, переваривать информацию, чтобы подавать ее не быстрее всех, но полнее. Газетная версия, она больше приемлема для наших глаз. И то, что вообще газеты исчезнут, оснований нет говорить. Но мы должны знать о том, что именно газетные, печатные СМИ, они стали основоположниками создания интернет-СМИ. В современном мире для получения информации общество все чаще обращается к интернет-изданиям. Многие эксперты уверяют, что со временем телевидение также перейдет в интернет. Будет ли место в информационном пространстве для печатных изданий? Журналисты телеканала «Миллет» убеждены, безусловно, есть. Телевидение, конечно, по-другому воспринимается. В телевидении мы больше видим, какая картинка, а в газете мы уже читаем информацию. По мнению эксперта Ярослава Скворцова, печатные СМИ не исчезнут, ниша для газет и журналов сохранится. Ярослав привел пример газеты «Бильд», которая появилась в Германии в середине 20 века. Если вы возьмете в руки первый номер «Бильда», вы увидите, что 2 полосы из 4 занимают фотографии. По-немецки «Бильд» — это картинка. Вот когда в середине 20 века появилось телевидение в Европе, стало появляться массовое телевидение в Европе, многим газетчикам казалось, что телевидение скоро скушает газетную журналистику. И они искали какую-то альтернативу, какой-то ответ этому вызову. Но видите, прошло уже более полувека, и телевидение газеты не уничтожило, не поглотило. Также Скворцов отметил, что для СМИ немаловажна инфографика и название материала. Для журналиста нужно правильно задавать вопросы, желательно со ссылкой на информацию об оппоненте. Скворцов привел пример Познера. Ярослав Скворцов считает, что самое главное – это схема. Схема очень простая. Осталось только ее наполнить. Знаете, как говорят, сделать скульптуру, статую очень легко, взять большой кусок мрамора и отсечь лишнее. Вот так и здесь, так и в журналистике. Вот возьми эту схему на вооружение, потом только отсеки лишний мрамор, и у тебя получится конфетка. Скворцов порекомендовал журналистам изучить деятельность исторического уроженца Крыма, успешного крымско-татарского журналиста Эльмара Муртазаева. Эльмар Джавдетович Муртазаев, он до недавнего времени был главным редактором российского журнала «Forbes». До этого мы вместе работали в газете «Русский телеграф». Он заведовал отделом экономики и финансов. До этого он работал в газете «Сегодня», сейчас он, если я не ошибаюсь, работает на РБК. Вот очень яркий журналист, потрясающая умница. У него 2 высших образования, в Ташкенте получил диплом экономиста, диплом журналиста. Вот. Он яркий экономист, прекрасный журналист и феерический редактор. Вот. Исторически кстати, он всегда подчеркивал, что он из крымских татар. А еще кандидат социологических наук Ярослав Скворцов посоветовал всем присутствующим посмотреть фильм «Пятая власть», изучить биографию Томаса Карлея и уделить внимание рассказам Чехова. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Крыма. Напомним, работа паромной переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее крымские синоптики уже предупредили о том, что 13-14 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. 13-го ждут сильные дожди, которые 14-го перейдут в мокрый снег. Проблема детей-сирот и детей из неполных семей существует во всем мире. Ежегодно проводятся благотворительные акции, работают государственные программы в поддержку таких детей. Однако это не заменяет полноценного семейного тепла. В мечети Первомайского района прошла благотворительная акция «Подари улыбку ребенку», организованная специально для детей из неполных семей. Конкурсы, подарки и другие развлечения. О минутах счастья расскажет наш корреспондент Султания Меджид. Познавательные игры, конкурсы и ценные подарки, а еще сладкие угощения. Настоящий праздник хорошего настроения для детей Первомайского района устроили волонтеры общественного объединения мусульманок Крыма «Буллюр». Помощь в подготовке мероприятия оказала местная мусульманская община. Волонтер благотворительного отдела Яна Джамбазова подробнее рассказала о мероприятии. Мероприятие, праздничек маленький для деток направлено на то, чтобы детки узнали в игровой форме о своей религии. Мы не хотим навязчиво рассказывать об этом в учебной форме, потому что учебная форма не так восприимчива, как игровая форма. Учить, потому что многие из деток сейчас в наше время не знают, кто такой пророк, не знают, как верить в Создателя своего. То есть эти направления направлены на то, чтобы возродить в сердце религию. 20 детей возрастом от 5 до 15 лет на протяжении нескольких часов получали заряд положительных эмоций. 14-летняя Эмине Сейдхалилова живет в поселке Первомайское. Она учится в 7 классе, посещает разнообразные кружки и ходит в мечеть. А еще у Эмине есть мечта – познакомиться со своим отцом. Я не общаюсь со своим отцом, но когда я вижу, кто-то общается с папой, я тоже хочу такого же отношения, чтобы я тоже общалась
с ним. Я хочу, когда вырасту, поехать к нему, познакомиться с ним. Благотворительный отдел помощи детям был создан еще 4 года назад, но на тот момент для его развития не хватало материальных средств. Отдел был закрыт. Спустя 4 года фонд был возрожден и с новой силой принялся за работу. Ответственная за благотворительный отдел в общественном объединении мусульманок Крыма «Буллюр» Медине Рамазанова рассказала о возникновении идеи помогать детям-сиротам и детям из неполных семей. Почему именно идея помогать детям-сиротам и матерям-одиночкам? Потому что у нас в данное время волонтеров очень много. Они все занимаются именно инвалидами, детьми, там, больными, вот это все. А вот именно за этих женщин, которые остались без мужей, которые вынуждены быть для детей, да, и отцом, и матерью, им очень тяжело. Их нужно поддерживать. И мы, как женщины, мы очень прекрасно понимаем, как это тяжело. И вот когда мы каждый раз ездим, мы видим этих детей, эту радость, и мы понимаем, что кто-то должен этим заниматься. В рамках благотворительной акции также была проведена лекция для женщин. Председатель общественного объединения мусульманок Крыма «Буллюр», преподаватель мусульманских наук Зиния Баирова поделилась советами о воспитании детей, а также ответила на вопросы матерей. Сегодня мы говорили также о важности воспитания детей не только как хороших членов общества в будущем, но и затронули тему о важности воспитания детей в духе ислама. Дали небольшие рекомендации родителям, каким путем этого можно достичь. И отвечали на вопросы родителей, тревожащие их относительно воспитания детей. В итоге мы побывали в приятной, теплой атмосфере, где, будучи женщинами, говоря на одном языке, каждый из нас смог высказать и услышать то, что хоть на небольшую горсть, но позитивно скажется на сегодняшнем его дне. Также с помощью местной мусульманской общины и жителей Первомайского района для детей был организован стол с угощениями. По словам организаторов мероприятия, следующая благотворительная акция пройдет в Азовском для детей-сирот и детей из неполных семей Джанкойского района. Все желающие могут принять участие в акции и помочь детям игрушками, зимней одеждой, канцелярией и подарками. А самое главное – подарить детям улыбку. Султания Миджит, Гульнара Каримова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. А это все новости на сегодня. С вами в студии работал Асан Абибулаев. Оставайтесь с телеканалом Миллет. До новых встреч в эфире.